Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! О! Подождите. Стойте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень много к вам вопросов сразу. Ну, учти, тебя за язык никто не тянул. Что еще раз? Говорю, у меня сразу к вам много вопросов. Задавайте. Не ваша ли фамилия Гребенщиков, но это такой. Нет, это не моя фамилия. Нет, нет. Жаль. Это не вопрос, а глупость, нет. А Это не моя так, фамилия. Разговаривать, ну хорошо, давайте. Классная Ну. игрушка. Игрушка Да, мне тоже классная, нравится. Ваня. Это футболка. Не, есть игрушки, только что классно. Ну, и это футболка, это не майка. Ну, девушка, пока не знаешь, что майка, она без рукавов. Но это ладно. Это мелочи, да. Ну, девочки, очень много к мне вопросов. Ну, задавайте, я послушаю, очень интересно. Какую музыку слушаете? Любую, по настроению. По настроению. А, ладно, хорошо. От классики до рока, да. От Вивальди и заканчивая там тем же Гребенщиком, кто будет тогда. Хорошо. В чем разница между майкой и футболкой? Ну, майка нательная, у него рукавов нету, если вы не знаете, девушка. У майки нет рукавов. Майка, как правило, это было нательное белье под рубашку. Форменную в том числе. А у вас там майка под футболкой есть? Нет. Зря. Зачем? Чё, Зря? чем занимаетесь? Почему зря? Не знаю, вот так я решила. Чем занимаетесь? На вас смотрю. Да, вообще. На вас смотрю. И носите классные очки, поняла. И классные глаза. А Так, вас... гинекологом работаю. Ну, сейчас начнется! В девчонках шарю. В девчонках шарю, да. В девчонках шарите? Естественно. Знаешь, гинеколог. Ну, приходится по профессии. Да. Хорошо. А что такое полипы тогда? Объясните. Полипы? Вам это не грозит пока еще. Вам им прижигали недавно. Лазером, да? Да. Прижигали, нет? Да, я знаю. Скажите спасибо, что еще кутикула не отросла. Я недавно была на маникюре, поэтому нет. Ну, вот видите. А вот там, вот это оно сейчас с другим. Чем длиннее кутикулы, чем больше вероятность возникновения полипов. Идиот! Это как взаимосвязано вообще? Ну, вам что, не объясняли, что ли? Где? На генном уровне. Ну, где вы были? На генном уровне не объяснили. Ну, вот поэтому аккуратнее с кутикулой. Кутикулу аккуратно подрезайте, а то полипы появятся, да. Отрежем. Вот ему не давайте резать, он отрежет все лишнее, потом будете страдать. Дим, не дай бог, отрежешь что-то? Дим, вообще, Дим, не вздумай. А вас как зовут? Меня Салсав Бочеславович. Как? Саласлав Бочеславович. Здесь, да, мы сегодня здесь друг другу говорим? Хорошо. Вы зачем Давайте. ругаетесь? Я говорю, как есть. И гинеколог вы тоже. Почему тоже? Я гинеколог. Всероссийского масштаба. Барракуда, привет. Как давно гинекологируете? Даже не думай мне ничего говорить сейчас. 30 лет. 30 лет. Жена Ну, есть? плюс-минус. А это же не скромный вопрос. На личные вопросы я тут не отвечаю. А почему есть моя профессия и моя супруга, если она у меня есть, нету?
В чем Я же связь-то? говорю, я сразу предупредила. У меня там очень много вопросов. Я их Ну, задаю, глупо. Надо было сказать, что очень много глупых вопросов. Надо было уточнить. а это у нас... А задайте нам другой вопрос. Как вычисляется число π? Не знаю, там 3,14. Не-не-не, не спросил его, как оно вычисляется, это число. 1459 там и пошло. Мы спросим у гинеколога, как вычисляется число. Как вычисляется число π? Я не Ладно, знаю, давайте вам попроще вопрос задам. Ну, да, для глупика. Только на внимательность будет вопрос. 5 плюс 7 будет 11 или 11? 12. Молодец. Вот я не спрашивал. Ну, хоть у кого-то 12. еще остались такие. Ой, додумала, молодец. А в каком году крестили Русь? Давай. Сейчас я В отвечу. каком Давай. году крестили Русь? Тысяча. До свидания сразу. С тысячей до свидания сразу. Другой Если вопрос. тысяча. 800 какой-то там. Какой? Давайте, господин Дегров, продолжайте. Не знаю, Да, давайте следующий. Дима, какой ты дал там год? 800 там с чем-то. Не точно. Тоже идешь туда же. За 1000 идешь. Туда же идешь. А вы где проживаете-то, ребят, в каком городе? А это уже личный вопрос. Город? Я проживаю в городе Белгород. Это не проблема. Ну, город первого салюта, ну вам понятно, я ничего не скажу. Мы проживаем в городе Сочи. Сочи. Ну, я так понимаю, что год отмены крепостного права вас лучше не спрашивать. Вот смотрите, вот есть несколько тем, которые точно херня получается. Это математика. Математика это ерунда. История это тоже ерунда. А тогда какие темы для вас не ерунда? Литература. Литература? Кино? Музыка. Музыку, конечно. А математика это ерунда. История это тоже ерунда. Вы не совсем правильно Что не поняли. совсем? Не то, чтобы вы неправильно поняли. Ну вы сказали это своими Я не устами, сказала, вы что это ерунда. произнесли. Да, она не в общем имела в виду, что математика ерунда, а то, что тема в данный момент ерунда математика. В данный момент для вас Я математика сказала, в это этом ерунда. вы не осведомлены, следовательно, вопросы... В чем я не осведомлен? Мы, не вы. Вы. Математики. Так, Ну, давайте пару ваших вопросов, может, это вас интересует. Кто написал «Горе от ума»? Горе от ума? Написал Горе от ума. Ну, допустим, Достоевский, Михаил Федорович. Ну, пусть его. Ладно. Ну, и такой просто глупый вопрос. Ну, Гоголь там, ладно, дальше. Еще какие-нибудь варианты фамилии русских? Этот, Грибоедов. Ну, ладно, боже. Вот. Практически как число. Математика нет, физика для вас как? А как для вас Грибоедов? Ну, как кушать грибы, пусть кушать. С физикой в данный момент тоже. Но мы работаем. Мы не повторили. Ну, второй закон Ньютона для вас бесполезно спрашивать, я понимаю, так, да? А вы... Сколько элементов в таблице Менделеева тоже бесполезно. А сколько падежей хотя бы в русском языке, вы знаете? Подожди. Нет, вы не тупые. Ну Подожди. сколько падежей в русском языке? Творительный. Дательный. Начинаем с творительного. Родительный. 5. 5. Так, человек, вы тут не знаете... Это ваш окончательный ответ? Это мой... 7. Нет. Подожди. Иван родил девчонку, велел точить пеленку. Сколько получается?
7. 6, да. Господи. Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Ребят, вы главное не размножайтесь, ребят. Я все понимаю, но не надо вам это плодиться, не надо. Не нужно. Тем более в Сочи. Не, ну в Белгороде явно лучше. Да, естественно, да. Да, естественно. Приезжайте, кстати, хороший город. Да, у нас все красиво в Белгороде. По-вашему, ум человека заключается в том, знает ли он такие вопросы, как вы задаете? Это вопросы вообще. Вот давайте я вам задам вопрос, вы просто охренеете. Вообще, природоведение, 3 класс. Желаете вопрос? Почему белые медведи не кушают пингвинов? Можно предполагать? Да, предполагайте, конечно. Мы же беседуем, дискуссируем, да, на высокие темы. Ну почему белые медведи не кушают Да пингвинов? мы услышали вопрос. Мы не... А я думаю, что не слышали сразу Точно по тупые, помехи. но это уже... У вас помехи помехуют просто, да. Что? Помехи вот такие, звук такой А, постоянный. помехи? Я думаю, может, вы не расслышали просто, я поэтому повторил вопрос. Сочи Да. просто очень плохо. Зачем сейчас? Так, вопрос, почему белые медведи... Не надо вот туда лезть, вот сюда. Ручки вот они, ручки только на... Мгм. И? Потому что там, где белые медведи, пингвинов нет? Почему их там нет? Ну, типа есть южный полюс, есть северный полюс. И? Белые медведи на северном полюсе, а пингвины на южном. Серьезно? Да я не присоединяюсь. Да я присоединяюсь. Серьезно? Я вы... Это ваш окончательный ответ. Блять, мой окончательный, его не знаю. Дима, она тебя продаст. Она тебя предаст. Она же будет за тебя, она не против тебя. И за тебя она такая. Мечется. А можно подсказку какую-нибудь? Да зачем уже подсказку? Ну сколько букв в российском алфавите, я даже боюсь вас спросить. Так всегда. На самом интересном месте. Ну ё-моё. В Сочи интернет закончился, блин.